Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сан есімді өтетін боламыз. Оның түрлері және синтаксистік рөлі туралы айтатын боламын. Всем привет! Сегодня пройдем имя числительное. Я расскажу о видах имени числительного, о синтаксической роли. Интересная тема. То оставайтесь посмотреть это видео. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Сан есім дегеніміз ол заттың санын, мөлшерін, өлшемін білдіреді және қаншасыншы деген сұрақтарға жауап береді. Итак, прежде чем начать урок, узнаем, что такое имя числительное. Имя числительное – это часть речи, которая обозначает число, количество, порядок предметов и отвечает на вопросы «сколько», «который». И характеризуется почти полным отсутствием категорий числа и рода, особыми формами склонения и словообразования. Рассмотрим морфологические особенности имени числительного. Сонымен сан есім грамматикалық құрылымына байланысты үш түрге бөлінеді. Жай сан есімдер, күрделі сан есімдер, құрама сан есімдер болады. Итак, имя числительное различается по своей структуре на три вида. Простые числительные, которые имеют один корень, 2, 6, 15, 40, 100. Сложные числительные, состоящие из двух корней, 50, 90, 200, 900. Или же составные числительные, складываются из нескольких слов, 3245. Сонымен грамматикалық құрымына қарай сан есім екіге бөлінеді, сандық және реттік болып. Және мағынасына қарай ол төртке бөлінеді. Сандық, бөлшектік, реттік және жинақтық болып. Итак, по значению имена числительные делятся на количественные и порядковые. По значению делятся на 4 вида: количественные числительные, дробные числительные, порядковые и собирательные. Количественные числительные обозначают целые, отвлеченные числа или определенное количество предметов и отвечают на вопрос «сколько?», например, 1, 15, 40. Дробные числительные обозначают дробные отвлеченные числа или дробную величину предметов. Также отвечают на вопросы «сколько?», например, 2 третьих, 7 сотых. А порядковые числительные обозначают порядок следования предметов при их счете и отвечает на вопросы «который?», «какой по счету?», например, первый, второй, 30. Собирательные числительные обозначают количество предметов как единое целое и отвечает на вопросы «сколько?», например, трое, семеро, обе. Сан есімде көптік және жекеше түр деген болмайды, өйткені ол өзі сандық белгіні білдіріп тұр. Және біз бүтін, бөлшек және жинақтық сан есімдерді количественный числительныйға жатқызатын боламыз. Итак, числительные не изменяются по числам, так как они обозначают числа. Категория рода является у этих числительных постоянным признаком. Итак, количественные числительные – это целые, дробные и собирательные. Целые числительные обозначают целые числа, например, 12, 3000, 70. Дробные числительные обозначают дробные или смешанные числа, 1/2, 0,7, 3,5. Собирательные числительные обозначают несколько предметов, как одно целое, 2, 3, 7. Және 1, 2, 1,5, 2 деген сан есімдер родқа жіктелетін болады. Ал падеждерді жіктелуін келесі сабақта өтетін боламыз. Непостоянный грамматический признак рода определяется у числительных 1, 2, 1,5, оба. А категория падежа определяется у всех числительных. И пройдем на следующем уроке. Сонымен количественный числительный дегеніміз не екенін тереңірек білетін болайық.
Итак, узнаем, что такое количественные числительные. Количественные числительные обозначают числа или количество предметов и отвечают на вопрос «сколько?». Количественные имена числительные изменяются по падежам. Некоторые слова этой части речи имеют особенности при склонении. Ал жинақтық сан есім дегеніміз бұл затты жиналған түрін білдіреді. А собирательные числительные обозначают количество предметов как совокупность и отвечают на вопрос «сколько?». Эти числительные образованы от слов, обозначают целые числа: 2 – двое, 3 – трое, 6 – шестеро, 10 – десятеро. Жинақтық сан есімді женский родта қолданбаймыз, оны тек жинақталған сөз тіркестерінде қолдануға болады. Собирательные числительные двое, десятеро не сочетаются с существительными женского рода. Их можно употребить в сочетании с существительными, обозначающими лиц мужского пола. Двое солдат, двое студентов. С существительными люди, дети, ребята, лица. Трое молодых людей, четверо детей, двое неизвестных лиц. С личными местоимениями их трое, нас шестеро. С названиями детенышей животных 5 котят. В разговорной речи с названиями парных предметов: 3 брюк, 6 туфель, но лучше употреблять слово пара: 6 пар туфель. С существительным множественного числа: 4 санок, 5 ножниц. Оба, обе дегенімізде сан есімге жатады, екеу дегенді білдіреді. Және оба дегеніміз бұл средний род пен мужской родта қолданамыз, ал обе дегеніміз женский родта қолданылады. Итак, собирательными являются числительные оба и обе. Собирательные числительные оба согласуются с существительными мужского и среднего рода. Оба друга, оба окна. Слово «обе» употребляется только с существительными женского рода. Обе вазы, обе стороны улицы. Реттік сан есім дегеніміз заттың ретін білдіреді және қаншасыншы деген сұраққа жауап береді. Мысалы, бірінші этаж. Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». Например, первый этаж, второй дом, третий звонок, 4 класс, 12 число, 40-й день. Реттік сан есімдер сын есім сияқты жіктеледі. Оны мына мысалдардан көрулеріңізге болады. Эти числительные склоняются как прилагательные. Точно так же изменяются по родам, числам и по падежам. Например, именительный падеж: 3-й день, 3-я неделя, 3-е число, 3-е двери. В родительном падеже: 3-го дня, 3-й недели, 3-го числа, 3-х двери. В дательном падеже: 3-му дню, 3-й неделе, 3-му числу, 3-м дверям. В винительном падеже: 3-й день, 3-ю неделю, 3-е число, 3-й двери. В творительном падеже: 3-м днем, 3-й недели, 3-м числом, 3-ми дверями. В предложном падеже: о 3-м дне, о 3-й неделе, о 3-м числе, об 3-х дверях. Ал құрама реттік сан есімдерде тек қана соңғы сан есім ғана өзгереді. Оны мына мысалдардан көрсеңіздер болады. В составных порядковых числительных изменяются только последнее слово. В родительном падеже, например, 2042 знак. В родительном падеже 2042 знака. В дательном падеже 2042 знаку. В винительном падеже 2042 знак. В творительном падеже 2042 знаком. В предложном падеже о 2042 знаке. Синтаксистік рөліне келетін болсақ, сан есім сөйлемде кез келген сөйлем мүшесі бола алады. Синтаксическая роль числительных
может быть любым членом предложения. Особенностью количественных собирательных числительных является их способность образовывать с именами существительными грамматически неделимые словосочетания, которые функционируют как один член предложения. На первом предложении. На проплывающем мимо теплоходе любовались окрестностями Волги 20 туристов. Здесь 20 туристов сочетается с 20 со существительным и обозначает подлежащее. Подчеркивается одной линией. А во втором предложении обе девушки хорошо знают английский язык. Здесь тоже подлежащее отвечает на вопрос, кто хорошо знает английский язык. Обе девушки. А на третьем предложении дважды 3 – это 6. Здесь 6 сказуемые, подчеркивается двойной линией. А на следующем предложении. Весной во дворе мы посадили 5 березок. Дополнение. Сколько березок? 5 березок. Подчеркивается пунктиром. Они помолчали 2 минуты, а затем продолжили разговор. Здесь 2 минуты обозначает обстоятельства, обозначает время. Порядковые числительные являются чаще всего определением. Первый этаж дома отведен под магазины и офисы. Какой этаж? Первый этаж. Можете остановить это видео и посмотреть на эту таблицу. Это готовая шпаргалка. Бүгін біз сан есімнің анықтамасын білдік, ал келесі сабақта сан есімнің жіктелуін өтетін боламыз. Сегодня мы узнали, что такое имя числительное, о видах, о синтаксической роли. А на следующем уроке пройдем склонение числительных. Чтобы не пропустить мои видео, подписывайтесь на мой канал. До свидания.